Доклад Сергея Дзантьева. Мэры городов Северокавказского федерального округа слушают внимательно и делают пометки. Обмениваться опытом для них не в новинку. Они приезжают во Владикавказ уже третий год подряд. В этот раз главная тема – создать условия для занятий массовым спортом. Во Владикавказе работа разделена на несколько направлений. Пропаганда здорового образа жизни, создание спортивной и культурно-образовательной инфраструктуры. Постоянно открывать новые объекты сложно, подчеркивает мэр. Денег в бюджете не хватает. Именно поэтому активно подключают бизнес. У нас 10-15%, наверное, площадок и детских, и спортивных строили за счет привлечения инвесторов. То есть такой элемент есть, он практикуется во многих регионах, и без этого трудно рассчитывать на такой широкий охват строительства площадок, потому что социально есть такое понятие социально активный бизнес, и многие придерживаются этого принципа, в том числе и у нас в городе. За последние годы многое сделано в области популяризации здорового образа жизни. Уже планируется строительство нескольких бассейнов. Невероятно быстро развиваются и зимние виды спорта. Правда, ледовая арена уже не может принимать новичков. Чтобы все желающие могли встать на коньки, Владикавказу нужен хотя бы еще один подобный объект, но бюджет ограничен. Первых мастеров спорта выпускает и теннисная академия «Асгард». Несколько кортов для взрослых и детей заняты целыми днями. Многие города-соседи посматривают на эти центры с долей зависти. Та академия, которую мы сегодня посетили, она может быть одна из лучших на Северном Кавказе. Очень приятно, что и наши ребята с Нальчика приезжают сюда заниматься, участвуют в соревнованиях и вообще поддерживаем друг друга. Я надеюсь, что следующий наш приезд будет еще лучше и краше город Владикавказ. Много внимания уделяют и облагораживанию территории. Появился теренкор, приведены в порядок водная станция и набережная. В ближайшее время начнут строить детские лагеря. Есть проект по 5 объектам. Вкупе они будут рассчитаны на 1000 детей. В рамках визита делегация посетила также мемориал славы, возложила цветы. Все гости стали участниками акции «Дерево Победы». Посадили именные ели. Одним из последних пунктов экскурсии стал производственный цех группы компаний «Бавария». Остановились у теплиц, где с использованием всех современных технологий выращивают огурцы и картофель. Эффективность производства отметил мэр Ставрополя. Безусловно, впечатляющее предприятие по своей широте видов деятельности. Это вам тут и теплица, здесь и производство чистого семенного картофеля на высоте 2400 метров. Это прекрасное пиво, по заявлению руководителя. Объемы пива, реализуемые в Ставропольском крае, самые большие его. Итог встречи – решение о создании ассоциации мэров городов из КФО. Кавказ – регион специфически, отмечают чиновники. Именно поэтому опираться на опыт Урала или Дальнего Востока невозможно. Планируется, что подобные совещания уже в рамках работы новой организации будут проводиться чаще. Яна Гайгиева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.